Уважаемые коллеги, доброе утро! Вас приветствует централизованная библиотечная система города Якутска. И мы начинаем наш семинар по итогам 2021 года. В течение прошлого года работа библиотек города Якутска строилась в соответствии с основными тематическими направлениями. 2021 год был объявлен годом науки и технологий в Российской Федерации, годом здоровья в Республике Саха-Якутия. Наша библиотечная система города Якутска работала в рамках года социального партнерства. Одними из основных приоритетов в библиотечном обслуживании стали формирование экологической культуры, правовой грамотности населения, библиотечного волонтерства. Также деятельность библиотек определялась режимом повышенной готовности в связи с соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций. В основном библиотеки предоставляли свою работу в онлайн-формате. И об основных итогах работы в 2021 году вам расскажет директор централизованной библиотечной системы города Якутска Мария Витальевна Андреева. Так, доброе утро, уважаемые коллеги, партнеры, друзья. Так, я так смотрю, у нас пока на самом деле народ только собирается, потому что, судя по всему, по участникам у нас даже меньше, чем на планерке. Пока сейчас народу. Нет, в Ютубе я вижу там 27 человек. Я все смотрю, сижу. Так, ну давайте сейчас. Ой, кто-то камеру включает, какая прелесть. Сейчас начнем. Сейчас демонстрацию сделаю. Так. Убираем это все. Так. Ну что, начинаю. Ну вот, прошел еще один год, уважаемые коллеги, да, и настало время подводить его итоги. В нашей централизованной библиотечной системе по структуре изменений не произошло. У нас все так же 18 филиалов и 2 стационарных пункта библиотечного обслуживания, что очень нас радует, согласитесь, да? Мы все остались, так сказать, в сборе. Все мы с вами весь год работали на исполнение нашей миссии, которая звучит следующим образом. Сохранение и развитие библиотек как информационно-культурных образовательных центров, прогрессивно воздействующих на информационное, образовательное и духовное формирование личности путем предоставления качественной информации и услуг. Исходя из этой миссии, наша работа строилась по следующим целям. Цель – библиотечное информационно-библиографическое обслуживание, удовлетворение информационных потребностей населения. С этой целью мы вдохновляем наших читателей на чтение. Вторая цель – формирование и предоставление в пользование универсального фонда документов. То есть мы делимся нашими ресурсами. Предоставление пространства для объединения, организации возможностей для самовыражения. Мы объединяем людей. Итак, в 2021 году жители Якутска, 61 159 человек записались в библиотеки. Они прочитали 1 278 000 книг. Можно сказать, 800 тысяч раз посетили библиотеки. Приняли участие почти в 4000 мероприятиях, из них почти 2000, вы видите, да, были в онлайн-формате. 27 500 ответов они получили на свои запросы. Столько справок было обработано нашими библиотекарями. И записались 32 клубных объединения. Прочитали почти 10 000 электронных книг. 15 000 горожан подписаны на наши социальные сети.
450 раз посетили, 450 тысяч раз посетили наш сайт. Горожане записали 22 тысячи детей в библиотеке, которые прочитали 426 тысяч книг и посетили 320 комплексных мероприятий. Комплексные они еще объединяют, просто тут как скажем, объединили. На самом деле там получается тысячами. Также в 2021 году на одного читателя ассигнования составили 3000 рублей, да? А средняя стоимость книги 459. И можно тут подсчитать такой подсчет, что в среднем один горожанин сэкономил почти 9,5 тысяч рублей, одалживая книги в библиотеке. На самом деле этим слайдом можно было и закончить, да, выступление, но мы продолжим. Также для наших жителей открыла свои двери модернизированная модельная библиотека номер 19 3D. Это по итогам отбора заявок на участие в конкурсе на предоставление распределения субсидий на создание модельных муниципальных библиотек путем присвоения статуса «Модельная библиотека Республики Саха-Якутия». Наш филиал получил 800 тысяч рублей на модернизацию. Также для жителей был открыт досуговый центр «Инва-игротека». Это в рамках конкурса народных инициатив «Народный бюджет», все мы его знаем, да, в сельской модельной библиотеке имени Панаева в селе Хатасы был открыт досуговый центр. Формат его позволяет привлечь к настольным играм, настольным спортивным именно играм людей с инвалидностью, ограниченностью, людей с ОВЗ и ближайшее к нему окружение. И общая сумма финансирования составила 149 тысяч рублей. Также наша некоммерческая организация для жителей запустила правовую семейную игру, онлайн-игру «Право-лево». Это было по итогам конкурсного отбора на соискание грантов главы городского округа. Сумма составила выигрыша 214 тысяч рублей. А также порадовала наших юных пользователей мультфильмом «Финансики». Здесь наши коллеги получили 50 тысяч рублей в конкурсе социальных и благотворительных проектов «Алмаз Иргенбанка». Таким образом, сумма привлеченных средств, можно сказать, в прошлом году нами составила 1 213 000 рублей. Итак, если продолжить итоги согласно нашим целям, то будет следующая информация. Вот тут у нас есть цели, про которые говорила в начале, а дальше работа в рамках их получается. Продолжена работа, внедрение, скажем так, работы по проектно-программном формате. Это когда на уровне централизованной библиотечной системы или каждого филиала запускается один проект, в рамках которого в течение года проводятся разного формата, но по одной теме мероприятия. И по итогам таких проектов можно подводить определенные итоги. Например, крупные сетевые продолжающиеся проекты – это экскурсионный проект «Якутск на карте мира» на платформе Easy Travel, сетевой проект «Память Якутска». Онлайн-школа «Финансовая грамотность» начала как локальный проект смарт-библиотеки, но переросла в сетевой, а вообще в прошлом году на базе финансово-экономического колледжа наши 20 сотрудников прошли курсы повышения квалификации и уже, так сказать, имеют право сами проводить консультационную и такую волонтерскую работу по финансовой грамотности. Также у нас продолжается работа в рамках библиотечного волонтера, проекта «Библиотека. Правовой вектор». Это воспитание уже юридической грамотности. Да? Каникулы с ЦБС ориентированы на школьников. Цифровая грамотность, сетевой проект, который очень самый, наверное, активный, потому что почти в каждой библиотеке имеется какой-то, да и кружок, клуб, проект, который нацелен именно на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности. У нас в этом преуспели такие филиалы, как Книга 03, 19-й филиал 3D и Смарт-библиотека. Ну и также тут зимний книгопад, на самом деле раньше он назывался осенний, но перешел плавно в зимний, традиционное ожидаемое событие для пользователей библиотек, это новинки книг, можно сказать, за год, такой за определенный период. Да?
Также активно ведется работа и локальных проектов. Локальные проекты бывают годовые и продолжающиеся. Допустим, продолжающиеся – это которые один филиал сделал у себя проект в течение года, но он будет продолжаться и дальше. Допустим, вот проекты смарт-библиотеки «Мама в книге», который был в прошлом году. Начинался он вообще с общественной организации и выигрыша президентского гранта, да, Российской Федерации, а потом уже вот перешел и и по всем филиалам, а теперь он станет и уже таким городским. Также такие проекты, как гид по образованию, и подпроект у него «Инсайдеры» рубрика, очень ставшая популярной и продолжит свою деятельность в этом году. В прошлом году были очень популярны проекты, которые посвящены были Году науки и технологий Российской Федерации, а также Году здоровья в Республике Саха-Якутия. Тут можно вот отметить, допустим, такие как в течение года проводились интересные мероприятия в библиотеке Белинского в рамках нано-встречи в Белинке, в библиотеке встречи «Наблюдай, исследуй, твори», или вот в книге 03 «Здоровый якутянин, здоровая Якутия». Но это я только некоторые говорю, у нас, конечно, в каждом филиале были свои проекты. Ну и, конечно же, наши читатели активно принимают участие и в республиканских проектах. Главным, конечно же, является это проект «Читаем все», да, в рамках которого проводятся интересные и актуальные акции, такие как «Сила книги» или вот тематические единые медиауроки, и читательская олимпиада, кураторами которой является наша система. В прошлом году мы провели уже олимпиаду в 3-й раз, и в ней смогли принять участие не только горожане, но и жители республики. Продолжая тему по данной цели, хочется обязательно отметить, хоть это событие произошло и в конце года, и будет иметь продолжение в этом 2022 году, но в рамках Года социального партнерства, который у нас ознаменован была работа наша весь 2021 год, да, было подписано трехстороннее соглашение с Национальной библиотекой и многофункциональным центром. И вот в 2022 году, в этом году у нас будут открыты 3 сектора электронных услуг в 3 филиалах: Созвездие, Смарт и в Хатасах в библиотеке Панаева. Уже коллеги наши прошли обучение, уже все полным ходом работа идет. И тут очень все равно хочется отметить, так, что в библиотеке номер 9 имени Панаева в Хатасах такая работа уже велась и в прошлом году на самом деле. И за прошлый год они осуществили уже 67 консультаций по работе на портале услуг для жителей своего села. Вот. А тут у меня слайд немножко пустой. Здесь должна была быть информация про единый читательский билет, но на самом деле никаких изменений с 2022 года у нас не произошло особо. Все так же 3 библиотеки работают у нас в этом формате, в 3 библиотеках системы РФИД, книговыдача электронная, запись читателей электронная, читательский билет электронный. Это Библиополе в Магане, Созвездие в аэропорту и книга и смарт-библиотека в 203-м микрорайоне. Вот. Поэтому, в остальных филиалах работа пока ведется, так скажем, в аналоговом, в бумажном формате. Но зато в течение всего прошлого года была проведена подготовительная работа по запуску личного кабинета пользователя на нашем сайте. И вот уже в феврале у нас будет запущен, так сказать, тестовая версия, но только пока в этих 3 филиалах. Только эти пользователи, читатели только этих 3 филиалах смогут воспользоваться новыми возможностями формата удаленной работы с библиотекой. Мне кажется, это очень важно. Вот. И тут мы переходим уже к следующей цели, и главной темой, конечно же, является комплектование библиотек. Всего на комплектование документами из муниципального бюджета в 2021 году нам было выделено 4 миллиона 700 тысяч рублей. Округляю, да? Из них на книжные издания 3 миллиона 200 тысяч рублей, почти 1 500 000 на периодические издания и 1 400 000 на электронные ресурсы. Для сравнения, вот в 2019 году эта сумма равнялась 8,5 миллионам рублей. При этом тогда еще не было нашей самой крупной библиотеки, нашего филиала «Смарт-библиотека». Вот.
такой факт. За отчетный год к нам поступило 27 777 экземпляров, выбыло 24 600 экземпляров. В основном выбывает по у нас ветхости, основная причина, но также есть небольшой процент утери наших книг читателями. Таким образом, по состоянию на 2022 год наш фонд книжный составляет 461 962 экземпляра. В 2019 у нас было 445 тысяч, вот, когда не было смарт-библиотеки. И тут я просто, чтобы показательно было видно, фонд смарт-библиотеки составляет 9956 экземпляров. Созвездие 25 183 экземпляра. Жителям аэропорта, хоть можно сказать, повезло, да, но на самом деле, мне кажется, и этого особо не хватает, да. И библиополе, которое в Магане, где жителей, сколько у нас там, 2000, да, 7449 экземпляров. Ну вот, понимаете, да, какая у нас сейчас сложная ситуация с книгами. Вот. А это очень хорошая новость, скажем так. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, составила 98,4%. Ну, уже почти все. Смотрите, да. Электронный каталог нашей системы пополнился на 11 270 названий. Вот. За 2021 год специалистам по консервации отремонтировано 620 книг. Мелкий ремонт, конечно, у нас осуществляют сами библиотекари на местах. Тут уже речь идет о более сложном ремонте книг. Как отмечает специалист, что фонд документов с каждым годом стареет, все больше книг нуждается в ремонте, и, кроме того, качество современной типографии оставляет желать лучшего. Но также, исходя из всего этого, в прошлом году они запустили вот такую вот рубрику в YouTube. Смотрите, тут уже у них вышло 3 части, да. Это здесь они обучают домашнему ремонту книг, брошюр, вот, и разнообразных изданий. Мне кажется, очень полезная рубрика для всех нас. Вот уже который год мы активно работаем в рамках нашей программы «Якутсковедение». За многие годы были собраны полнотекстовые коллекции статей местных СМИ, опубликованы библиографические и справочные материалы по знаменательным событиям в жизни нашего города, по улицам, памятникам, мемориальным доскам, собраны данные о почетных гражданах. И вся эта информация, все эти материалы у нас доступны в одном месте на портале «Мой Якутск». Вот. Ну, не буду здесь подробно, сколько за прошлый год была проделана работа. Работа была проделана очень большая. Наши горожане очень активно пользуются данным порталом. Мне кажется, здесь действительно очень интересная информация. И вообще подробнее расскажут библиографы о работе. Сегодня в программе у нас там дальше есть, да? И тут я просто хотела упомянуть, что за отчетный период в корпоративном электронном каталоге «Якутсковедение» у нас введена 1191 библиографическая запись. Вот. Пополнилась вот настолько наш электронный каталог, который называется «Якутсковедение», посвящен городу Якутску. Также тут хочу добавить, что филиалы ведут и свою работу на местах по округам, по селам своим, да, там по пригородам, да, и заполняют свои базы данных и тематические папки. Итак, например, библиотека филиал номер 10 в Тулагино, я хочу отметить, что они наш проект в прошлом году запустили, страницы истории с села, и вообще они планируют выпуск книги, и я вот наблюдаю, они готовятся писать на грант к этому, поэтому тоже это относится, конечно же, к нашей библиографической работе, к программе «Якутсковедение». И плавно уже переходим к нашей третьей цели. В 2021 году провели работу по совершенствованию доступности среды для инвалидов и лиц ВЗ. Городской округ, город Якутск принял участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий государственного бюджета Республики Саха-Якутия. И по итогам наша ЦБС, наша система получила вот 1,5 миллиона рублей на приобретение специализированного оборудования. Закупку мы завершили буквально вот к концу года.
Здесь так можно видеть, что было приобретено, на самом деле на 1,5 миллиона действительно очень много было приобретено чего. И можно сказать, что у нас уже 12 библиотек, ну, получается, да, на сегодня в 12 библиотеках обеспечены условия доступности, что очень важно. И тут, конечно, встает вопрос просто с самими изданиями, с доступности, да, но мы действительно стараемся и вот пытаемся. И также у нас ведется анализ работы по количеству проведенных мероприятий, и по итогам прошлого года 99 комплексных мероприятий было проведено с возможностью участия людей с ОВЗ. У нас активно организована в некоторых филиалах волонтерская деятельность. А также хочу отметить, что библиотека филиал номер 5, книга 03, работает по программе сектора надобного обслуживания, то есть, да, можно сказать, книгоношество для определенных групп населения. И библиотечная услуга на дому осуществлялась бесконтактно по утвержденной временной форме, которая у нас называется, утвержденная приказом, бесконтактное надомное библиотечное обслуживание. И также хочу призвать филиалы обратить внимание на этот НПА, так как у нас все филиалы работают по данному, ну, по направлению вообще обслуживания людей с АВЗ, да, просто книга 03 была первой специализированной. Вот такой вот момент. И, к слову, об объединении людей в библиотеке разных групп. В апреле в Якутии впервые состоялась научно-практическая конференция TEDx Якутск. Это очень такой глобальный проект международный, который объединяет тех, кто создает и популяризирует идеи, достойные распространения, верят в силу знания и научного любопытства. Поэтому тут хочется отметить, что инициаторами, именно организаторами полностью были группа заинтересованных людей в виде наших библиотекарей. И вот тут есть просто специально фотографии приложила, что можно видеть было, да, вот как библиотеки объединяют. А также более подробно про пространство объединения на базе библиотек расскажет Варвара Николаевна в своем выступлении. Вот. Переходим к нашей команде. Наша команда – это все также 185 человек, профессионалов своего дела. 88 сотрудников прошли курсы повышения квалификации. Я считаю, что это очень похвально. Ну и тут из традиционного отчета 6НК взята информация, что 120 человек имеют высшее библиотечное образование. Также к данной рубрике я отнесла следующие моменты. В 2021 году свой 135-летний юбилей отметила старейшая библиотека города Якутска имени Белинского, в рамках которой состоялась презентация книги «Путь длиной в 130 лет». История Центральной городской библиотеки имени Белинского. Очень такое красивое, объемное издание, которое полностью подготовили наши библиотекари, наши сотрудники. Уже прошел 3-й городской библиофорум «Навигатор», он становится уже традиционным, он у нас в апреле проходит. А также в декабре мы провели научно-практическую конференцию «Историческая память, преемственность, инновации». Там прямо была декада, приуроченная к 110-летнему юбилею заслуженного работника культуры Лидии Ивановны Хаенко. Вот. И в конце хочу сказать пару слов про социологическое исследование, которое мы провели в прошлом году. Их было 2. Первое – это роль библиотеки в жизни населения села пригорода, и второе – библиотечный Якутск. Мы проводили опрос как читателей, так и не читателей наших библиотек. В первом опросе приняли участие 619 человек, жителей села пригородов, и жителей города Якутска 1153 человека приняли участие. Тут хочу про 2 вопроса. Да. На вопрос, что вас привлекает в библиотеке больше всего, самые популярные ответы были брать книги на дом и консультации библиотекарей. Так. А что может оттолкнуть от библиотеки? Самые популярные, почти все ответили на именно эти ответы, выбрали отсутствие новинок и устаревшие формы обслуживания. О чем это говорит? Говорит о том, что нашим все-таки читателям действительно очень нужны книги, много хороших книг, желательно новинок, профессиональные сотрудники. Они очень ценят наш профессионализм с вами, да, ваши консультации и рекомендации для них очень важны. И все-таки они считают работу с нашими бумажными формулярами действительно весьма устаревшей. И, может,
обратили внимание коллеги, я каждый год, ну как каждый год, уже третий год или четвертый, да, обычно говорю всегда, что на ремонт у нас было 0 рублей, да. В 2021 году у нас тоже на ремонт было 0 рублей, но в 2022 году у нас будет ремонт нашей библиотеки имени Белинского. Это очень действительно такая хорошая новость. И на такой приятной ноте я, наверное, завершу свой такой отчет. Мне кажется, он показал полную картину того, как мы с вами его провели. Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Желаю здоровья, не болейте, а те, кто болеет, скорейшего вам выздоровления. Спасибо, Мария Витальевна, за информацию об итогах работы нашей ЦБС. И мы переходим к следующей теме. Все мы знаем, что фундаментом библиотеки как системы является библиотечный фонд, без которого библиотека лишается возможностей существовать и выполнять буквально все возложенные на нее специальные функции. С социальной точки зрения фонд библиотеки – это главный источник удовлетворения информационных потребностей общества. И об итоговых показателях работы с фондом библиотечной системы города Якутска нам расскажет главный библиотекарь отдела документных фондов Алина Степановна Харитонова. Так, всем доброе утро, дорогие коллеги. Меня зовут Харитонова Алина. Я главный библиотекарь отдела документных фондов. И так, начнем. Формирование и продвижение фондов библиотек, итоговые показатели. Ой, у меня слайд. Презентация не показывается. Я отправляла на почту. На какую почту отправляли, Алина Степановна? Инфо. Сейчас Антон запустит. Спасибо. Формирование и продвижение фондов библиотек, итоговые показатели. Следующий слайд. Это основные цели, которые организация качественного фонда. Это один из основных требований фонда, его соответствие информационным потребностям наших пользователей и его актуальность. Также удовлетворение информационных потребностей пользователей и, в-третьих, обеспечение его сохранности. Перейдем к основным задачам, где мы должны раскрыть для читателей с помощью мероприятий наиболее невостребованную часть фонда и далее достичь оптимальной полноты библиотечного фонда в отдельно взятом филиале и достаточного для удовлетворения информационных потребностей пользователей. Далее мы должны уменьшить количество документов, не отраженных в электронном каталоге ЦБС, и продолжить работу по обеспечению сохранности фонда. Далее, в 2020 году год был посвящен качественному фонду, и в ходе работы выявлено, что многие отрасли знания не востребованы, и было принято решение в 2021 году посвятить продвижению фонда, которые не востребованы читателями. И способы продвижения были разными. Это у нас мероприятия, выставки, беседы, конкурсы, также видеообзоры, видеоролики и мастер-классы. В 2022 году мы продолжим эту работу с целью проработки, как лучше его продвигать, какими способами, и выработаем методические рекомендации по наиболее востребованным эффективным методам работы, чтобы было интересно нашему читателю. Далее, тут примерно видны, по каким отраслям знания работали наши филиалы. Далее, пожалуйста. Еще далее.
Согласно положению об обязательном экземпляре документов городского округа города Якутска, в фонд ОДФ поступают документы из различных издающих организаций и авторов. Всего в 2021 году поступило 202 экземпляра книг от Бичик, то есть Аяр, ой, я никак не могу привыкнуть, и Медиа Холдинг Якутии, и от Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Также к нам поступают комплекты городских газет, такие как «Эхо столицы», «На плюс», «Туймады», «Кингород» и «Якутск вечерний». Большая часть газет поступает у нас в электронном виде, поэтому поступление их в бумажном варианте не является обязательным. Так еще и с 2022 года полностью вся периодика будет поступать в электронном виде. Также у нас еще в дар поступило и оформлено 194 экземпляра книг. Далее у нас идет работа с актами. В результате за прошлый год в филиалах ЦБС проведены работы по очистке фондов от ветхих, билетных, устаревших документов, часть которого отобрана и передана нам в ОДФ. Это 3933 экземпляра книг, и благодаря этим передачам книг из филиалов фонд КХ увеличился у нас с 17 тысяч до 28 тысяч экземпляров, и тем самым мы больше и больше заказов выполняем, то есть из нашего фонда. Далее. Из фонда книгохранилища ОТФ за отчетный период по причине ветхости и устарелости у нас было списано 878 книг. Отработали в инвентарных книгах акты списания за 2020 и 2021 год, сгенерировали и распечатали инвентарную книгу по результатам передач из фонда филиала в фонд книгохранилища ОДФ. Далее, план по ВСО выполнен на 142%, а МБА на 59%. Фактическое выполнение плана по книговыдаче составило 129 экземпляра процентов. Начиная с 2020 года количество обращений по МБА заметно убавилось. Основной причиной послужило усеченный режим обслуживания во время пандемии, да, а вторая часть – это увеличение объема документов книгохранилища ОДФ. Поэтому план на 2022 год он был скорректирован, исходя из анализа выполнения заказов. Так, вот следующие контрольные показатели переведены на таблице. И далее. Так, тут у нас соотношение количества заявок с количеством отказов за последние 4 года. За 2021 год зафиксирован 361 отказ на 2236 заявок. И если не брать сравнение показателей пандемийного 2020 года, а брать показатели 2019 года, наблюдается значительное уменьшение количества поступивших заявок и увеличение отказов на 2%. Основными причинами отказов стали нет в фондах ЦБС, это 146, на руках у другого пользователя, это 168, и не выдается так, как в единственном экземпляре, 36. Таким образом, 200 отказов выдачи книг идут по причине малой экземплярности востребованных книг в ЦБС, что необходимо учитывать при комплектовании фонда. Далее. За 2021 год по специалистам по консервации отремонтировано 620 книг, план был 584 из единого фонда ЦБС, а подшиты 30 кассовых ордеров, план выполнен на 106%. Мелкий ремонт книг, как уже говорилось, у нас осуществляется библиотекарями на местах.
Более сложным ремонтом книг занимается один специалист по консервации на весь фонд ЦБС. Да. Фонд документов с каждым годом неизбежно стареет, и все больше и больше книг нуждается в ремонте. Также у нас по сохранности для сотрудников ЦБС и его пользователей было снято, то есть я тут написала 3 видеоролика с мастер-классами по мелкому ремонту книг. Ролик выложен на YouTube-канале нашего ЦБС. Далее. В данное время отдел полностью комплектован и состоит из 5 сотрудников. Все сотрудники активно участвуют в методической и культурно-просветительской деятельности библиотек. В 2021 году 2 сотрудника прошли курсы повышения квалификации. Кроме этого, мы активно участвуем в учебно-обучающих мероприятиях библиотек Республики и России, занимались курированием, проверки фондов, библиотек, филиалов, консультировали, принимали участие в семинарах ведущих библиотек России, слушали лекции, учились каталогизировать. Да, также сотрудниками активно велась работа над виртуальной выставкой библиотеки с любовью. Это книги с автографами. Да. И, как ранее еще говорилось, сняты видеоролики по мелкому ремонту книг, а также ведутся публикации в Инстаграм, и был еще снят подкаст. Следующий, и в заключении, 2021 год прошел плодотворно и дал возможность почти полностью отработать намеченные цели по работе с фондом. Чистка фонда филиалов дала им возможность раскрыть свой фонд для себя и для своих читателей. Фонд книгохранилища ДФ пополнился книгами, хоть и не очень свежими, необходимыми для выполнения запросов наших читателей. Работа над формированием качественного фонда продолжается и займет некоторое время. Объем работы большой, все зависит от наших совместных стараний, действий, работы с филиалами. Немного не хватило времени на завершение работ по ретроконверсии в фондах филиалов и книгохранилища, но данный вид работ долгосрочный и рассчитан на ближайшие 5 лет. Работа с фондами должна быть непрерывной, планомерной. Часть этого большого плана выполнена, и мы продолжаем начатое дело. У меня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо. А мы переходим к следующему направлению, одному из наиболее актуальных, а именно к цифровому пространству библиотек, которое обеспечивает безбарьерный доступ к информации и услугам, эффективную обратную связь с пользователями и возможность их участия в создании востребованного контента. Это помогает расширять ассортимент информационных и социокультурных услуг и делает библиотеки более доступными и открытыми. И информация о цифровом пространстве библиотек нашего города и итогах их работы в этом направлении с вами поделится заведующая отделом электронных услуг Ольга Владимировна Заборовская. Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Ольга Владимировна Заборовская, и разрешите приступить к своему докладу. Вот уже на протяжении 2 лет, сколько длится пандемия, централизованная библиотечная система города Якутска осваивает и открывает для себя новые форматы дистанционного проведения мероприятий для населения города. Несмотря на сложный период, библиотекам удается сохранять интерес читателей и пользователей, используя различные онлайн-формы мероприятий, таких как лекции, мастер-классы, конкурсы и клубная деятельность. Библиотеки не останавливаются на достигнутом и продолжают двигаться вперед,
развивая компетенции сотрудников для грамотного и качественного информационно-библиотечного обслуживания. Основным крупным событием года стал внедренный в январе статистический показатель посещения сайтов «Цифровая культура» на платформе ProKultura.rf. Благодаря счетчику данные всех учреждений культуры страны стали контролироваться единой системой веб-аналитики, созданной Министерством культуры Российской Федерации. Согласно муниципальному заданию на 2021 год, план удаленного посещения в ЦБС города Якутска был равен 239 900 визитов. По итогам 2021 года количество удаленных обращений составило 380 070 визитов, выполнение на 158%. Сайт ЦБС города Якутска является лидером среди сайтов учреждений культуры региона по удаленному обращению пользователей в сети интернет. Официальный сайт cbsekt.ru – это уникальная площадка, на которой все городские библиотеки ежедневно проводят более 20 онлайн-лекций. Общий охват посетителей в месяц составляет от 10 до 25 тысяч уникальных пользователей. Афиша мероприятий. Это организованное в электронном формате планирование досуга. Ключевая задача афиши – это информирование населения о мероприятиях, проводимых в библиотеках. Ежедневно наши сотрудники проводят познавательные и увлекательные лекции, мастер-классы, викторины, беседы с интересными людьми. Все мероприятия рассчитаны на разные целевые аудитории. В разделе «Выставки» представлены как традиционные, так и виртуальные. Традиционные проводятся в стенах библиотек, а виртуальные созданы на платформе WordPress и внедрены на сайт. За отчетный 2021 год сотрудниками создано около 400 виртуальных выставок с общим охватом 18 тысяч визитов. Раздел «Новости». Ежедневно раздел новостей обновляется статьями от филиалов. Это могут быть новости науки, культуры, обзоры книжных новинок, события, проводимые в городе, республике и мире. В разделе «Библиотеки» представлена информация о всех 18 филиалах библиотек централизованной библиотечной системы города Якутска. Здесь вы найдете актуальную информацию о графике работы филиалов, адресах в социальных сетях, видеовизиток, а также познакомитесь с электронными продуктами непосредственно отдельно взятых библиотек, таких как афиша, выставки, новости и проекты. Раздел «Проекты». В нем представлены как самостоятельные разработки филиалов, так и сетевые. На сегодняшний день на сайте представлено 26 проектов. За отчетный 2021 год удаленное посещение проектов составило 15 216 визитов. Электронная библиотека Litres зарекомендовала себя самым востребованным ресурсом по обращению удаленных пользователей. Благодаря тому, что ЦБС полностью пересмотрела свою позицию в сфере обслуживания читателей в выходные и праздничные дни, Litres стал эффективным инструментом в повседневной работе библиотек. Для внутренней статистики ЦБС использует 18 сигл, в которых отражаются все показатели работы филиалов, таких как регистрация новых пользователей, посещение, книговыдача и другие. Регистрация новых пользователей составила 1046 читателей в 2021 году. Параметр посещения составил 94 223, что на 25 тысяч больше в сравнении с предыдущим 2020 годом.
Книговыдача составила 15 572 документа, что больше на более чем 3000 книг по сравнению с предыдущим годом. Библиотеки города Якутска представлены в 4 популярных сетях – Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube. Также у многих филиалов есть свои площадки в Telegram, ТикТоке и Твиттере. Но все же в продвижении библиотек успешнее всех зарекомендовала себя социальная сеть Instagram. Специалист отдела ведет общую страницу ЦБС и курирует остальные 18 страниц филиалов. Продвигает библиотечные услуги, привлекает новых пользователей, рекламирует книжный фонд, продвигает чтение и поддерживает позитивный имидж библиотек. С полным отчетом отдела электронных услуг вы можете ознакомиться, скачав файл по QR-коду. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. И у меня на этом все. Спасибо. Спасибо. А мы с вами идем дальше и направляем наше внимание на информационно-библиографическую деятельность. В отчетном году в рамках ЦБС по этому направлению была проведена большая работа. Библиотеки активно, уверенно представляли себя в онлайн-пространстве. Несмотря на существующие непростые условия, они не переставали выполнять запросы, использовали все доступные ресурсы, все площадки, консультировали и информировали. Об итогах работы этого направления мы узнаем из доклада Марии Николаевны Ивановой, главного библиографа информационно-библиографического отдела. Доклада «Информационно-библиографическая работа библиотек 2021». Добрый день, уважаемые коллеги. Так, я начну демонстрацию. В информационно-библиографической работе библиотек Якутской ЦБС главной задачей является оперативное и качественное предоставление информационных услуг. Для этих целей библиотеки привлекли все свои справочно-информационные ресурсы, эффективно использовали как традиционные, так и электронные, такие как телефон, электронная почта, виртуальная справочная служба, социальные сети, сайты. В 2021 году была введена новая форма учета и отчета библиографических справок и консультаций. Это таблица на Google диске, которая называется «Итоговый учет справок и консультаций». За 2021 год было выполнено 27 583 библиографические справки, что соответствует 106% от плана. Консультаций было выполнено 10 192. У нас также давно работает... Простите, не видно презентацию. Что? Презентацию. Может выйти? Минуточку. Видно, да? Да. Ага. Спасибо. Так. Идем дальше. Виртуальная справочная служба на сайте ЦБС работает уже более 10 лет. И в последнее время, в период пандемии, она стала актуальной как никогда. За отчетный период было выполнено 70 виртуальных библиографических справок. В основном тематика всех справок направлена на помощь образованию и работе. Люди интересуются якутской этнографией, в частности, свадебными обрядами, якутской кухней, а также историей Якутии, политической ссылкой, якутскими купцами, предпринимателями. Были запросы к юбилею газеты «Кым»
Манчары. И очень много запросов было по Великой Отечественной войне. Библиографическим информированием традиционно охвачены работники администрации, культуры, педагоги, участники различных клубов по интересам, школьники, молодежь, пенсионеры и другие. СБС уже второй год принимает активное участие в проекте Национальной библиотеки «Персональный библиотекарь». Благодаря проекту пользователи получили возможность бесплатного и упрощенного доступа к электронным ресурсам Литрес, электронной библиотеки Национальной библиотеки, ЮРАЙ и так далее. Многие сотрудники создали свои специальные группы в мессенджере WhatsApp для группового информирования. Вот, например, наша группа «Ваш библиограф». Так. Сетевая программа СБС Якутсковедения включает в себя электронную базу данных статей и книг по истории, культуре и экономике города Якутска, которая называется также Якутсковедение. Также портал «Мой Якутск», различные полнотекстовые базы данных и тематические папки. В отчетном году наш отдел создал авторитетные файлы для предметных рубрик, что помогло достичь единообразия предметных рубрик и упростило процесс ввода библиографических записей в базы данных Якутсковедения. Всего авторитетных файлов пока у нас насчитывается 1154. Ну и теперь авторитетные файлы имеют такие поля, как имя лица, наименование постоянной организации, тема и географическое название как предмет. И во втором квартале мы провели семинар-практикум по их практическому использованию. План ввода библиографических записей в отчетном году был выполнен только на 83%, так из-за некоторых кадровых перемещений по всей СБС. Из запланированных 2455 записей было выполнено 2040 записей. Также о работе портала «Мой Якутск». На портале «Мой Якутск» с 12 января поставлен отдельный счетчик «Цифровая культура». И с помощью этого счетчика мы можем анализировать эффективность портала. В целом за 2021 год показатель просмотра увеличился на 242% по сравнению с 2020 годом. Ну и, конечно, регулярно ведутся работы по обновлению разделов и страниц, по поддержанию в актуальном состоянии материалов сайта. Также в портал «Мой Якутск» в отчетном году добавлены 2 новых раздела. Это рубрика «Улицы Якутска» в журнале «Журфикс» и справочник памяти Якутска «Мемориальные доски». Наше сотрудничество с редакцией журнала «Журфикс» началось в конце 2020 года. В рубрике «Видные политики», бизнесмены, спортсмены, деятели науки, культуры и искусства, а также простые граждане, горожане рассказывают истории улиц, с которыми связана их жизнь. И каждый выпуск журнала обычно посвящен определенной теме, и мы находим соответствующих людей, составляем справку по улицам, используя свои справочники имена на улицах Якутска. За 2021 год всего было подготовлено и опубликовано 18 справок и рассказов в 6 выпусках журнала. И вот в конце 2021 года редакция журнала провела опрос среди своих читателей. И нашу рубрику «Улицы Якутска» решила продолжить, так как она интересна и имеет спрос у читателей журнала. Вторая наша новинка – это мемориальные доски «Память Якутска».
Он был запущен в сентябре ко Дню города. Теперь читателям стали доступны оба выпуска нашего справочника. Первый справочник представлен в PDF-формате, второй онлайн, он оснащен картой, удобной навигацией, картой, которая визуально показывает расположение мемориальной доски по адресу. В поисковике можно сведения можно искать тремя способами. Первое – это по категориям, которых у нас насчитывается 15. Это такие, как авиаторам, геологам, государственным политическим деятелям, деятелям литературы, медицины, культуры и так далее. Также по фамилии, имени, отчеству и по адресу. Также по ссылке «Узнать больше» можно ознакомиться с биографией личности, датой и адресом установки доски и с рекомендательным списком литературы. Всего в справочники вошли 205 сведений о досках. В первом выпуске 154, во втором 51. И вот эта наша онлайн-версия будет дополняться по мере выхода новых мемориальных досок в городе Якутске. С 2021 года даже «Скульптура в жизни столицы» впервые публикуется на сайте Управления культуры и духовного развития города Якутска. А в разделе «Спецвыпуски» даже вышли новые выпуски СФ 2021, и зима начинается с Якутии. Даже цех, он, кроме статей, имеет инфографику. Оснащен инфографика. Это инфографика первого онлайн-СФ. Ну, как вы помните, в 2021 году СФ у нас прошел впервые онлайн. Ну, а даже зима начинается с Якутии, содержит 36 оцифрованных статей и виртуальную выставку различных конкурсов, которые проходили в рамках этой программы. Также в отчетном году была проведена большая подготовительная работа по совместному проекту СБС и Департамента градостроительства города Якутска «Парк Победы». На сайте СБС будет запущен портал «Память Якутска». Наш отдел подготовил фотографическую и библиографическую часть проекта. Это факты об основных событиях Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, а также о вкладе Якутии в победу. А также, конечно, мы предоставляем список литературы. В парке будут установлены информационные беседки, рассказывающие основные, ну вот такие будут на беседках будут такие стенды. И они будут оснащены QR-кодами, которые направят посетителей парка прямо на наш портал. Ну, портал, конечно, будет обновляться, дополняться, и теперь мы с нетерпением ждем открытия парка. Так. У нас есть инстаграм-паблик «Мой Якутск». За отчетный период мы обновили визуал страницы, обложки историй, и в шапке привязана активная страница ссылок TapLink. Ну и также открыли одноименную страницу соцсети TikTok. Всего в Инстаграме 2801 подписчик, в том числе 243 подписчика за отчетный год, публикаций 361, в том числе 93 публикации за год. Ну и была проведена работа по тематическим папкам. Библиотеками оцифровано 755 статей из бумажных носителей.
Таким образом, идет подготовка информационной базы для электронной библиотеки ЦБС. Если раньше библиотеки собирали вырезки из газетных статей или их ксерокопии, то теперь все эти статьи будут оцифрованы, а также библиографически описаны в нашей базе данных Якутсковедения. Ну, конечно, мы провели консультации по оцифровке и также по библиографическому описанию статей. Ну, тематика папок в основном, как видите, по истории и текущих делах округов, поселков и о работе библиотек. Ну, также ведется активная работа по продвижению электронных ресурсов сетевых проектов СБС. В январе мы приняли участие в телепередаче «Будь якутской» на НВК Саха, где рассказали о программе Якутсковедения и о портале «Мой Якутск». Также были опубликованы статьи в местной газете «Кингород». Так, и в рамках сетевого проекта «Библиотека. Правовой вектор» информационно-библиографический отдел провела 2 подпроекта совместно с другими функциональными отделами. Это Центр правового информирования совместно с инновационно-методическим отделом. В нем можно найти официальные документы по правовым вопросам, актуальные вопросы и темы, а также виртуальную выставку книг. А совместно с отделом комплектования и обработки разработали подпроект «Копирайт». И 23 апреля, Международный день книги и авторского права, был проведен онлайн-круглый стол «Авторское право и библиотеки». Там участвовали приглашенные гости из Национальной библиотеки, а также практикующие юристы. Ну, основные события у нас такие. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо. А мы продолжаем наш семинар. Одна из задач библиотек — создавать особую среду для получения ценного опыта через творчество и общение. Библиотека может выступать как вдохновляющее пространство, которое мотивирует, удивляет, создает комфортную атмосферу и стимулирует воображение. При библиотеках города Якутска функционируют различные объединения по интересам, открытые для встреч и проведения интеллектуального досуга. С сообщением о библиотеках как пространствах для общения выступит Варвара Николаевна Скрыбыкина, заведующая инновационно-методическим отделом. Спасибо. Саргалана Викторовна, демонстрацию экрана моего видно, нет? Не видно, да? Сейчас я попробую запустить. Видно? Пока еще не видно. Хорошо. Угу. Добрый день, уважаемые коллеги, гости нашего семинара. Я вас приветствую, поздравляю с началом, с таким мероприятием по итогам 2021 года. И радует, что сегодня нас видят не только наши сотрудники нашей ЦБС, а также специалисты муниципальных систем нашей республики. Библиотека – это не только территория чтения и информации, это в первую очередь пространство культуры, досуга и, конечно же, общения. Одно из немногих мест, где можно провести время в обществе близких по духу людей. И очень важна здесь роль досуговой функции библиотеки, реализации которой во многом способствуют клубные объединения. Как раз-таки библиотеки стали подходящими организациями, потому что обладаем мы информационными фондами, у нас есть интеллектуальная аура и физические пространства.
Здесь сразу хочется сказать, что мы не конкурируем с учреждениями культуры, с другими учреждениями культуры и не претендуем на замещение их функций. У нас свои цели и задачи. И какие же преимущества? Конечно, это доступность. Тем более в нынешней ситуации мы стали еще ближе к нашим читателям с помощью онлайн-взаимодействия, да? То есть без отрыва от повседневных забот и независимо от географического месторасположения мы можем взаимодействовать. Это открытость. Наши двери открыты для всех. И, конечно, это бесплатно, потому что мы учитываем социально незащищенные слои населения. И один из, скажем, главных признаков клубных формирований – это постоянный состав участников. Помимо того, что у нас групповой подход, также здесь и индивидуальный подход к каждому читателю. Разнообразие тем, мероприятий. Здесь не буду подробно останавливаться. И, конечно, общение, которое может впоследствии перерасти в дружбу, общение уже вне стен библиотеки. Конечно же, стоит здесь затронуть развитие как и личное, так и творческое и интеллектуальное. И каждый участник клубных объединений может стать, так сказать, библиотечным волонтером, он может проявить себя в любом направлении. Созидание. Если другие учреждения культуры, как правило, предоставляют готовый продукт, то в библиотеке наши пользователи могут стать не только участниками, но и участвовать в создании. И главный результат – это популярность среди населения. В 2021 году у нас функционировало 41 клубное объединение, из них 9 детских, 11 театров книги. Радует, что если раньше театр книги относились только к детям, то уже у нас могут участвовать и взрослое население. У нас 10 обучающих курсов, 4 из них детские. Радует, что постоянных членов клубных объединений 520. Провели 380 мероприятий. Посещений в стационарных условиях 3264, но здесь мы понимаем, что ограничительные меры и могло быть больше. И, так скажем, удаленные посещения с помощью мероприятий проходили в основном в онлайн-режиме на платформах Zoom с переадресацией через наш сайт ЦБС и составил более 20 тысяч обращений. Это очень радует. Конечно, тут стоит затронуть вспомнить о нашем сайте, потому что он стал связующим звеном в нынешней ситуации. Он объединил нас с читателями в онлайн-режиме. В разделах есть, значит, раздел «Клубы», куда читатель наш заходит. Ему представляются все клубные объединения, которые у нас есть. Он может выбрать, также сделать выборку, выбрать по библиотеке, которая ближе к нему, да, допустим, по географическому расположению, сделать выборку по возрасту. Если это ребенок, он может выбрать детское направление, молодежь и так далее. Да. Также, допустим, читатель выбирает библиотеку «Теплый дом». Перед ним предстает 2 клубных объединения. И если это человек хочет заняться волонтерским движением, да, он выбирает волонтерский клуб «Дорога добра». Здесь есть информация о клубе, также положение, график работы библиотеки, ответные, значит, данные, контактные данные библиотеки. И если его все устраивает, он нажимает кнопку «Записаться», и перед ним всплывает окно формы, незатейливая, простая, заполняет ее и ждет обратной связи от библиотеки.
Конечно, сегодня в рамках нашего семинара я не могу рассказать о всех 41 объединении нашем. И я хочу вам сегодня представить более яркие события, которые произошли в 2021 году. Центральная городская библиотека, а ныне Краеведческая библиотека имени Виссариона Григорьевича Белинского объединила единомышленников в клубе «Лаборатория туризма, отдыха и путешествий». Этот клуб привлекает население просветительской миссией, побуждает интерес к путешествиям благодаря встречам с гостями, книжным выставкам, сформированы представления о разных странах, городах, о культуре народов, о их традициях и обычаях. И тем самым этот клуб прививает эстетический вкус благодаря подаче материалов. Также один из клубов, который действует при этой библиотеке, это клуб случайных читателей. Очень интересный клуб. Клуб организован с целью обсуждения литературных произведений, расширения гуманитарного кругозора. Клуб смог объединить людей, которые любят читать и готовы поделиться своими мыслями о прочитанном и поговорить об этом. Так, в прошлом году состоялась встреча с профессором СВФУ Виктором Михайловым, и они затронули очень интересную тему культуры семейного чтения, где рассмотрели технологию приобщения детей к чтению, об отсутствии интереса, о причинах и следствиях. Этот клуб также организовал интересную акцию, ну, она кажется нам традиционной, «Тайный Санта», да, накануне Нового года с целью сплочения членов клуба посредством обмена подарками. И в течение года у них прошел конкурс на лучшую рекомендацию книги. Библиотека филиал «Школьный мир», а ныне, который называется «Маяк», у них действует клуб для людей 3-го возраста. Продолжил деятельность клуб КЭПСЯ, в рамках которого проведены такие мероприятия, как аудиоэкскурсии в приложениях Easy Travel, краеведческие уроки, встречи и многое другое. Библиотека «Теплый дом», у них, как и у многих, действует театр книг. Вот «Забава». Выпустили спектакль «Бронзой поднялся в небо» по произведению Алексеева о подвиге русского солдата, спасшего немецкую девочку. Спектакль был опубликован на YouTube-канале библиотеки. Также при библиотеке действует волонтерский клуб, о котором чуть я ранее показывала вам, клуб «Дорога добра». Молодые члены клуба помогали в организации мероприятий, таких как «Сахалодиктант», акция «Георгиевская ленточка», акция «Стоп ВИЧ», приняли участие в проекте «Мобильная книга», организовали субботники, убрали сквер возле библиотеки, также помогают с мелким ремонтом, допустим, ремонт стеллажей. Уже второй год при библиотеке Дом семейной книги успешно работает творческий клуб Handmade, где дети и взрослые учатся создавать своими руками уникальные и интересные вещи. Каждый участник учится новому, развиваются их творческие навыки и весело, конечно, проводит время в общении. 13-й филиал библиотека Библиополя, которая располагается в селе Маган. Еще тут хочется сказать, что это библиотека модельного типа, но библиотека нового поколения. У них работает клуб «Краеведческая пятница». Это клуб для широкого круга читателей. Здесь все возрастные группы затронуты. В своей работе они используют свою уникальные музейные экспозиции. Экспонаты к экспозициям предоставляют жители села Маган. Участвуют коллекционеры местные. Это очень радует. Немножко зависло что-то у меня, да? Библиотека 3D. Интересный клуб организовала «Друзья». Это новый клуб. Они сделали упор на творческом направлении работы, так как увидели активность в социальных сетях и интерес со стороны читателей, подписчиков к видео мастер-классам.
Они сотрудничали с творческой студией Крафт, где прошел мастер-класс, как сделать фотофон своими руками, допустим, по дню творчества и вдохновения. Провели мероприятие создатель Евдокия Галкина. Также провели беседу творчества как терапия. Интересная встреча была с руководителем консалтинговой компании Focus Pro Джилстаном Ивановым, и в рамках мероприятия обсудили очень актуальную тему, как превратить в хобби в доход. В библиотеке нового поколения «Созвездие», которая располагается в Гагаринском округе, действует клуб «В кадре Якутия». Это клуб документального кино. Партнерами клуба являются Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха имени Жараева. В течение года были организованы интересные встречи, такие как, допустим, АЛСИД, историческое наследие Ивана Негебли, приуроченное 80-летию окончания Второй мировой войны, и посвящена перегоночной трассе Аляска-Сибирь. В рамках всероссийской акции «Ночь кино» прошла встреча «Да здравствуют мультики», где прошли показы мультфильмов «Однажды», «Дедушкин валенок», по одноименному рассказу Михаила Пришвина. Также была беседа с Октябриной Потаповой, автором этих мультфильмов, аниматором, режиссером и единственной из якутян, работающей в Союзмультфильме. Ко Всемирному дню аудиовизуального наследия представили документальный фильм «Кинекелле» на канале YouTube. И библиотека, смарт-библиотека, в ней действуют клубные объединения для всех возрастных категорий. Их очень большое количество, всех я сегодня не буду перечислять. Есть такие курсы, как подготовка к школе, да, обучающие курсы на игре Хамуса, есть языковые курсы по изучению английского языка, обучающие курсы по публичным выступлениям и многое другое. Здесь я хочу остановиться на театре книг Мельпомена. Этот театр действует для всех возрастных категорий. И хочу сказать, что участники этого театра были задействованы не только внутри своей программы, в таком плане, да, плане мероприятий, а также они озвучили мультфильм «Финансики», который был создан в рамках онлайн-школы «Финансовая грамотность» сетевого проекта. И озвучили онлайн-игру «Право-лево», тоже в рамках сетевого проекта «Правовой вектор». Здесь хочется сказать, что все клубные объединения работали по тематикам года, конечно. Это Российская Федерация, республики, в рамках календаря знаменательных дат, официальных праздников, каких-то юбилейных и значимых событий. Ну и, конечно, работали по своим уникальным программам. И самое главное, я хочу сказать, что нашим достоянием и сокровищем я считаю наших сотрудников, высококвалифицированные специалисты, которые работают в разных направлениях. И радует, что сегодня все 18 библиотек работают по направлению клубного формирования. И свое выступление я хочу закончить нашим девизом нашей ЦБС. В жизни всегда найдется место чтению. Спасибо за внимание. Спасибо, Варвара Николаевна. Благодарим всех выступивших коллег за интересную информацию. И далее мы переходим к итогам конкурса «Лучший аналитический отчет-2021». И я передаю слово директору библиотечной системы города Якутска Марии Витальевне Андреевой. Так, подключаюсь. Ну вот мы и дошли до нашей торжественной части. Все равно никак не привыкну к онлайн-формату. Хочется быть в зале. Так, и там подводить итоги года. У нас итоги года обычно делятся на 3 момента.
И вот первый из них – это итоги конкурса «Лучший аналитический отчет». Мы уже, кажется, 3-й раз, да, Варвара Николаевна, вроде бы подводим итоги. И каждый год очень, как сказать, обычно бывали одни и те же, но я так посмотрела, в этом году у нас вообще все перевернулось практически. Поэтому, думаю, коллегам сейчас интересно, кто же это. Тут сейчас слайды будут идти же, да? Я по слайду же буду читать? Ага, а то у меня-то другая, я не буду оттуда читать. Итак, мы с 3-го места, наверное, начинаем. Просто я хочу сказать сейчас, подождите-ка, что аналитический отчет – это итоги работы библиотеки. Это пишет каждая библиотека, каждый заведующий, каждый библиотекарь. А лучшие подводятся по тому, как они проанализировали свою работу, как они предоставили итоги своей работы, какие выводы сделали. А не то, как они работали, а именно то, как они, как сказать, проанализировали. Отчет-то все-таки аналитический у нас называется. Итак, давайте, коллеги, думаю, всем интересно, кто же у нас на почетном 3-м месте. Итак, позвольте мне озвучить это. Ух ты, прям сертификат на сумму 2000 рублей за 3-е место в конкурсе «Лучший аналитический отчет» вручается, мне кажется, это впервые у нас СПБО, номер 14, Истоки. Кажется, у нас СПБО еще ни разу не было, у нас их всего 2, так что 12-й тоже на следующий год давайте, постарайтесь. А вот поздравляем нашу Александру в Старой Таваги, просто молодцы, думаю, они очень будут рады, они здесь вроде бы были, я видела их такого руководителя, Елену Владимировну. Да, мы здесь, спасибо большое. Да. Ага, вот, так что молодцы. Ну что же, продолжаем. За 2-е место, и тут сумма 3000 рублей у нас вручается Краеведческой библиотеке филиала номер 1 имени Белинского. Поздравляем наших коллег за почетное 2-е место. Ну и победителем у нас в этом году признать за 1-е место сертификат на 5000 рублей. У нас вручается детская библиотека филиала номер 15, моя библиотека. Ну что ж, коллеги, поздравляю. Мне кажется, всем остальным коллегам нужно будет ваши отчеты тоже показать, как вы их пишете, чтобы они посмотрели. Принимают поздравления, примите поздравления от меня. Это очень важный отчет и очень прям такой получился интересный, набор говорить нельзя, наверное, но все-таки вы поняли. Так что молодцы, коллеги. Ну что ж, мы, понимаю, продолжаем, да? Ага, так, здесь я должна сказать что-то про наших партнеров, правильно же, да? А то я начинаю путаться. Ага, я просто вижу Варвару Николаевну, и хочется же, чтобы в зале было, мне бы кто-то подкивал, а то я тут сижу в кабинете одна. Поздравляем призеров конкурса. И переходим к заключительному блоку сегодняшнего итогового семинара. И мы начинаем церемонию награждения признания 2021. Слово предоставляется директору централизованной библиотечной системы города Якутска Марии Витальевне Андреевой. Да, спасибо, Светлана Викторовна, далеко не уходила. Так вот, здесь хочется вначале сказать, что мы на самом деле очень любим наших партнеров, друзей, особенно к ним относятся, конечно же, наши управы наших округов, где у нас находятся наши библиотеки. У нас каждая библиотека очень дружит со своей управой. Особенно вот в прошлом году я, честно, вот прям заметила активность, особенность некоторых, да, управ. Ну, у нас сельские, конечно, это всегда были, всегда с ними у них очень насыщенная работа. Сложно тем округам, где по несколько библиотек у нас есть, допустим, да, в центральном округе, в промышленном. Вот, поэтому... Продолжаем. Это я так закончила речь. И Варвара Николаевна. Благодарственное письмо вручается руководителю управы автодорожного округа Иванову Александру Александровичу. Это же письмо вручается главе управы Губинского округа Оганеровой Гулжан Абдикеримовне. Также вручается руководителю управы промышленного округа Служеникиной Елизавете Николаевне.
руководителю управы Сайсарского округа Слепцову Владимиру Владимировичу, руководителю управы Центрального округа Николаевой Дине Олеговне, руководителю администрации микрорайона Кангаласы Жилиной Виктории Ивановне, руководителю администрации села Маган Сергею Афанасьевичу Спиридонову. Благодарность вручается руководителю администрации села Табага Полонычко Виктории Константиновне. Благодарность выражается руководителю администрации Талагина-Кильдямского наслега Попову Егору Гаврилевичу и руководителю администрации Хатасского наслега Перемякову Евгению Петровичу. Вот, спасибо, Варвара Николаевна. Надеюсь, все наши заведующие, да, которые вот, работают со своими округами, они все это им передадут, наши слова благодарности, там, как мы высоко действительно ценим наших партнеров и будем дальше с ними вот так очень дружно и плодотворно работать. И радует, что сегодня представители управ присоединились, и, возможно, они что-то хотят сказать. Я видела здесь вот Пермякова Евгения Петровича. Ну хорошо, все благодарности доступят. Вот, ага, Евгений Петрович. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Спасибо большое. Да, действительно, наша сельская библиотека с нами очень тесно работает, и они, как сказать, внесли очень большой вклад в социально-экономическое развитие нашего села. Вот Евдокии Валерьевне и коллективу нашей библиотеки огромное спасибо, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо. Спасибо, Евгений Петрович, за такие чудесные слова. Действительно, да, у нас вся республика знает нашу библиотеку, как она работает. Начинается церемония награждения сотрудников ЦБС. Номинации. Номинация «Открытие года» вручается Жирковой Саргалане Владимировне, главному библиотекарю модельной библиотеки «Встреча», Пермяковой Тамаре Васильевне, библиотекарю модельной библиотеки «Библиополя», Ефимовой Вензель Вере Степановне, ведущему библиотекарю библиотеки «Созвездие», Смольниковой Юлии Витальевне, ведущему библиотекарю библиотеки «Смарт-библиотека», Романовой Айталине Алексеевне, ведущему библиотекарю «Смарт-библиотеки», Борисовой Кюнне Николаевне, ведущему технологу «Смарт-библиотеки». Номинация «Дух ЦБС» вручается Румянцевой Сардане Владимировне, ведущему библиографу информационно-библиографического отдела, Филипповой Александре Васильевне, руководителю сельской библиотеки Нергувон. Номинация «Золотой сотрудник ЦБС» вручается Табоновой Эльвире Петровне, главному библиотекарю Краеведческой библиотеки имени Белинского, Тодышевой Анне Александровне, главному библиотекарю библиотеки Книга 03, Григорьевой Александре Ивановне, главному библиотекарю стационарного пункта библиотечного обслуживания «Истоки», Третьяковой Марьяне Алексеевне, главному библиотекарю модельной библиотеки 3D. Номинация «Признание». За годы безупречной работы и преданность профессии, в знак благодарности за многолетнюю эффективную трудовую деятельность, за вклад в развитие библиотечного дела на территории городского округа город Якутск вручается руководителю библиотеки филиала «Книга 03» Козиной Ольге Анатольевне. Номинация «Признание» вручается за многолетний и добросовестный труд, качественное обслуживание населения, весомый вклад в выполнение плановых заданий
руководителю модельной библиотеки 3D для дела, души и досуга Герасимовой Розалии Кимовне. Грамота ЦБС вручается. Благодарственное письмо вручается Слепцовой Антонине Семеновне, ведущему библиотекарю редакционно-издательского центра. Грайфер Елене Юрьевне, ведущему библиотекарю Краеведческой библиотеки имени Белинского. Уваровской Ирине Васильевне, ведущему библиотекарю Краеведческой библиотеки имени Белинского. Севастьяновой Светлане Геннадьевне, главному библиотекарю библиотеки «Мир приключений». Пашниной Екатерине Ильиничне, ведущему библиотекарю детской библиотеки «Моя библиотека». Охлопковой Матрёне Егоровне, ведущему библиотекарю библиотеки зала семейного чтения имени Гайдара. Также благодарственное письмо вручается Федоровой Дарье Михайловне, ведущему библиотекарю смарт-библиотеки. Игнатьевой Ксении Николаевне, ведущему библиотекарю смарт-библиотеки. Гороховой Саргалане Константиновне, ведущему библиотекарю смарт-библиотеки. Ефимову Дмитрию Михайловичу, технологу первой категории смарт-библиотеки. И грамота ЦБС вручается Гороховой Марине Владимировне, ведущему технологу отдела электронных услуг. Лазаревой Оксане Власевне, ведущему библиотекарю библиотеки «Мир приключений». Мельчановой Татьяне Николаевне, библиотекарю модельной библиотеки «Встреча». Говориной Елене Александровне, библиотекарю библиотеки «Библиомир». Андросовой Ларисе Лазаревне, главному библиотекарю стационарного пункта библиотечного обслуживания Сардана. Грамота вручается Корниловой Розалии Викторовне, ведущему библиографу модельной библиотеки 3D для дела, души и досуга. Потаповой Александре Ивановне, ведущему библиотекарю Краеведческой библиотеки имени Белинского. И грамота вручается нашему сегодняшнему помощнику Ткач Антону Вячеславовичу, ведущему технологу смарт-библиотеки. Спасибо за внимание. Всех поздравляю. Спасибо. На этом мы завершаем работу нашего семинара. Я могу объявить свободный микрофон, если есть что кому-то сказать. Можете сообщить нам об этом. Есть желающие? Можно добавить, Саргалана Викторовна? Я хочу сказать, что, конечно же, сегодня мы представили вам на семинаре только часть, да, частичку рассказали, да, не раскрыли полностью. И в скором времени на нашем сайте будет представлен полный аналитический отчет централизованной библиотечной системы. Он сейчас в оформлении, так скажем. Спасибо. Спасибо. Еще есть желающие? Если нет, то на этом мы завершаем нашу работу. Спасибо всем за внимание, всем, кто был с нами. Всего доброго. До свидания.